Селям алейкум. Я хочу с вами поговорить на сложную тему, на серьезную тему иммиграции 2022. Сразу же хочу сказать, что я выражаю только свое мнение, свои мысли. Я сегодня об этом часто думаю. И, честно говоря, крымско-татарский народ знает, что такое иммиграция, где-то добровольно, где-то вынужденно, но знаком с этим термином. И я, честно говоря, никогда не думал, что сегодня мы всерьез об этом начнем думать в каком-то массовом варианте. Да? То есть какая-то частичная иммиграция всегда существовала. Человек Человек такое существо, что всегда ищет лучшую жизнь, но сегодня мы говорим про какую-то массовую миграцию, да, и не про богатых людей, которые имеют такую возможность купить себе квартиру, дом или построить свой бизнес вне Крыма. Мы говорим про простых крымских татар, к которым я себя отношу, про тех крымских татар, которые не могут себе позволить купить квартиру в другом государстве, да, и там как-то обосновываться. Поэтому сегодня тема иммиграции стала актуальной. Актуальность ее набирает с каждым днем обороты. И я хочу с вами поговорить на эту серьезную тему, выражая, конечно же, только свою мысль. О плюсах иммиграции, конечно, каждый сам ответит себе на вопрос. У каждого человека, у каждой семьи иммиграция означает свою историю, да, то есть какие-то свои плюсы. Давайте поговорим о минусах, которые несут в себе иммиграция. Сразу же говорю, что я не был в эмиграции, я никогда не выезжал надолго из дома и считаюсь таким довольно-таки домашним человеком. Мне, в принципе, в Крыму все устраивает, и поэтому я не планировал эмигрировать, и давайте сегодня об этом поговорим. Какие вообще минусы бывают, какие вообще есть минусы иммиграции? Ну, во-первых, это нарушение родственных связей. Как бы мы ни хотели, мы не можем уехать всеми родственниками за границу, потому что довольно-таки это дорогостоящее и невозможно всех родственников уговорить, подбить на это сложный шаг, да. То есть мы сегодня говорим про миграцию, то есть продажа недвижимости и полностью переездом на постоянку. Что это значит, когда родственные связи рвутся? Ну, во-первых, крымский татарский народ – это такой народ, который очень обрастает родственными связями, дружескими связями, и ему очень важно находиться в этой культурной среде. А, Как это выражается? Вот когда у нас Байрам, да, к примеру, Ураза Байрам, то есть это бесконечные поездки по родственникам, по старикам, с внуками, с детьми. Это такой очень мощный культурный код, да, это культурный обмен. Получается, когда наши внуки видят наших стариков, идет такой культурный обмен, идет взаимодействие, и это все является частью, преимуществом жизни в Крыму, потому что эти связи, они есть. Если вы уезжаете за границу, пускай это будет ближнее, дальнее зарубежье, вы все эти связи рвете, и никакая видеосвязь, никакие видеозвонки вам их не восполнят. Также нужно учитывать, что вы становитесь чужаком в новой стране, потому что вы всегда будете гастарбайтером, всегда будете приезжим человеком, который говорит с акцентом, который не понимает культурных моментов, которые устанавливались веками. Вы со своим менталитетом приезжаете в чужую страну и вдруг понимаете, что есть определенные проблемы. Я не говорю про детей, которые очень быстро ассимилируются, которые очень быстро понимают, как устроено общество, и они сразу же переходят на новый уровень общения. Я говорю про вас, да, про вот этих вот молодых родителей, может быть, не сильно молодых, там 30, 40, 50 лет, которые приехали, и нужно понимать, что интеграция в это новое общество довольно-таки сложно идет. И вам нужно будет понимать, что вы абсолютно становитесь на позицию новичка, то есть это не признание вашей квалификации, это полное обнуление ваших заслуг. Конечно же, если вы не спортсмен, если вы не человек, который выступает на международной арене, скажем так, в основном самый распространенный человек это какой-то врач, какой-то юрист, какой-то учитель, да, все это не актуально за рубежом, поэтому ваш навык, ваш скилл, он будет просто не нужен. И это нужно понимать. То есть для того, чтобы переехать в чужую страну, в новую страну, вам нужно будет начинать с самых низов, и это тоже сказывается на общем состоянии человека. Конечно же, невозможно представить себе переезд без крушения вашего окружения. То есть где вы родились, где вы выросли, вы обрастаете связями, так называемыми корнями. То есть вы знаете врача, вы знаете юриста, вы знаете учителя, вы знаете автослесаря, механика. То есть вы всех знаете, да, вы обрастаете определенными связями. Представьте, вы попадаете в новую страну. И у вас банально, у ребенка становится там какое-то заболевание, ребенок начинает температурить, а вам не с кем просто проконсультироваться, и в новых этих реалиях вы пребываете. То есть, понимаете, я как родитель понимаю, что это очень важный момент, потому что
в таких ситуациях мы на самом деле об них не задумываемся, потому что мы живем у себя дома, мы живем в Крыму, и будь что случается, там, я не знаю, машина поломалась, мы позвонили Осману, если у нас там заболел зуб, мы позвонили Мирем, то есть вы понимаете, да, то есть у нас есть везде связи, даже если у нас нет прямых связей, у нас есть какие-то друзья, какие-то родственники, какие-то наши родители, которые всегда поделятся этими связями, поделятся тем выходом, который можно, ну, то есть можно сразу решить вопрос. Если вы переезжаете в чужую страну, то вы этого сразу лишаетесь. Вы рвете абсолютно все связи, вы приезжаете абсолютно новичком, и вот к этому нужно быть готовым. Понимаете? И многие на самом деле об этом не задумываются. Я читаю, ну, общаюсь с людьми, которые переехали, читаю форумы, посты и как-то вот считываю эту информацию, что это довольно-таки сложно. И не каждый человек, не каждая семья может себе это позволить. Конечно же, есть примеры успешного переезда, успешной миграции, когда люди абсолютно нормально интегрируются в страну и занимаются делом, отлично живут, путешествуют, развиваются и так далее, и так далее, и так далее. Я это не исключаю, я говорю про большинство людей, которые, в принципе, ну, довольно-таки инфантильны в плане жизни, да, то есть они привыкли, что в Крыму все рядом, все свое, все понятно, понятный язык, понятная ментальность, есть везде свои какие-то связи, за рубежом этого нету, понимаете, и вы этого сразу же лишаетесь, это тоже определенный труд. Также нужно понимать, что ваши дети, они становятся частью нового общества. Хотите вы этого или нет, они очень быстро интегрируются в новое поле и сразу же станут его частью. Даже если вы воспитывали своих детей в таком патриотическом духе, то есть вы им говорили, кто они, что они крымские татары, что есть Крым, что есть Родина и так далее, ваши внуки уже, скорее всего, будут, ну, как бы отображать местный менталитет. То есть, если, допустим, вы уехали в Америку, то есть они будут американцами. Если вы уехали в Турцию, они будут турками. И, скорее всего, это уже будет с вашими внуками, это тоже нужно понимать. Потому что, как бы вы это ни хотели, они ходят в детские сады, в школы, на работу, они ходят по всяким мероприятиям, где в основном уже новые люди со своей ментальностью. И так как человек очень приспосабливаемое такое существо, он моментально адаптируется, приспосабливается для того, чтобы строить новые связи. Невозможно строить новые связи, будучи таким аборигеном, который исповедует только свои привычки, только свои связи и находится в таком вакууме, понимаете? То есть, если вы сможете, вы, имеете в виду родители, сможете сохранять эту концентрацию, понимать, что вы крымский татарин, там, вешать флаги, варить кофе в джезве, но ваши дети, ваши внуки точно станут частью уже другой культуры, и это неизбежно, к сожалению. И также нужно понимать, что вообще, что такое жизнь, да, мы об этом мало задумываемся. Я считаю, что жизнь священна, и у каждого человека жизнь, она бесценна. И я вообще не приемлю варианты, когда говорят, что мы делаем все ради детей. Я вообще с этим не согласен. Я считаю, что каждый человек должен делать только для себя. Если человек сделает себе хорошо, и, конечно же, его детям будет тоже хорошо, потому что это неизбежно. Потому что если вы находите себя, если вы понимаете, кто вы и развиваетесь, конечно же, ваши дети будут на вас смотреть и будут или следовать вашим стопам, или тоже понимать этот дух созидания, дух такое, знаете, исследование. Естественно, ваши дети тоже будут на пути, на этом поиске, и они будут искать себя, и, конечно же, они себя найдут, это точно. Поэтому, если вы переезжаете в новую страну, вам нужно понимать, что все свои амбиции вы положите на алтарь будущего ваших детей, и, скорее всего, ваша жизнь уже пройдет в каких-то стрессах, каких-то переживаниях и так далее, и так далее, и так далее. То есть это уже получается такой осознанный акт самоубийства, наверное, я так это думаю, потому что вы ментально будете уже отсутствовать. Скорее всего, вам не получится полностью интегрироваться, и вы все это сделаете ради детей, потому что они уже будут уже таким ячейкой нового общества, и, скорее всего, они уже создадут такие семьи, которые будут интернациональными, то есть они уже будут далеки от крымских татар, и вы это точно потеряете. Еще очень важный момент, который нужно учитывать, что у кого есть родители, да, ну, допустим, вот я сегодня представляю молодежь там около 40 лет, да, у которых есть детей, Аллах шкур, есть родители, и этот момент тоже очень важен. На самом деле, когда вы переезжаете в чужую страну, вы лишаетесь с возможностью быть с вашими родителями. Конечно же, есть сегодня звонки, есть скайпы, есть всякие вайберы, телеграммы, можно звонить хоть каждый день, можно слышать голос, но ничего этого, ничто это не заменит вам живого общения. Вы знаете, на самом деле, иногда
достаточно просто присутствовать вот в месте, в котором сидят ваши родители или ваши родственники, или родственники с вашими родителями, и просто находиться вот в этой атмосфере, чтобы понимать, что вы дома, понимаете? То есть это такая точка отчета. Если вы переехали, оставив своих родителей, скорее всего, вы их оставите, потому что родители обычно не покидают свои дома. Они, представляете, вот насколько им сложно было переехать в Крым, и сегодня вы им предлагаете поехать дальше, поехать в эту неизвестность, а им-то уже 60-70 лет. Я считаю, что ну, никакого родителя не нужно подвергать вот этому испытанию. И на самом деле, даже с этими переживаниями, то, что сегодня вокруг происходит, все равно дома они себя чувствуют намного лучше, потому что дом это их здесь, понимаете? И я считаю, что если сегодня родители в Крыму, наше место тоже в Крыму. Потому что если мы уезжаем, мы обретаем себя, если мы уезжаем, мы обрекаем себя на вечное такое, знаете, щемящее чувство вины, потому что мы в сложную минуту не поддержали родителей, скорее всего, не получится поддержать, потому что расстояние всегда расстояние всегда становится преградой, понимаете? Всегда. И нашим родителям на самом деле очень нужна наша поддержка. Мы должны быть рядом, мы должны быть на расстоянии вытянутой руки. И поэтому я считаю, что миграция, то есть переезд и иммиграция, самое главное рушит вот эту связь, вашу связь с родителями. А если задуматься глобально, то нет ничего важнее связи с родителями, связи родителей с внуками. И не нужно забывать об этом важном моменте, когда ваши внуки общаются с вашими родителями, ваши дети общаются с вашими родителями. Вы знаете, эти дети, они совсем другие. Я это много раз наблюдал, я это замечал. Дети, которые вырастают со своими стариками, они другие. Это точно. И я считаю, что это очень важный фактор в жизни народа. Потому что если мы уезжаем, мы рвем эту связь, и если мы уезжаем, мы рвем эту связь. Помните, что это всего лишь мое мнение. Я об этом много думаю в последнее время, задумываюсь. И если ситуация не станет критической, да, если ситуация не станет угрозой жизни, прямой угрозой жизни, я считаю, что наше место в Крыму, и мы должны оставаться в Крыму. И многолетний опыт предыдущих лет это только доказывает. Понимаете? То есть мы должны быть там, где наши родители, где наши могилы, и мы должны передать нашим детям вот это вот трепетное отношение к могилам наших стариков, чтобы они знали, кто они есть. Они знали, они понимали, где их корни, они понимали, чья их земля, где их земля, и они понимали, что именно здесь их дом. Это очень важно. Вот такие вот у меня были мысли. Всем мои.